Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий этого дня Айдана Ховалык. Разработку соляного карьера Тустах вели еще во времена СССР. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык лично побывал на нем в ходе своего рабочего визита в Аверский Кажун. Добычу возобновят, как только погода улучшится. Подробности в сюжете Даяна Дансюрюна. У тустахцев есть все основания полагать, что предприятие по добыче соли обеспечит население рабочими местами и начнет подпитывать местный бюджет. Добыча соли начата еще в 70-х годах, но и сегодня запасы в месторождении оцениваются в 6 миллионов тонн. Новый собственник карьера заверил, что процесс добычи будет запущен уже этим летом. Также вот мы посетили карьер, соляной карьер. Здесь у нового собственника есть большие планы. Это очень важно. Без соли, чтобы нормально вести животноводство, это невозможно. Такой карьер на территории в Сибири, это вообще в ближайших регионах такого карьера нету. Я думаю, есть возможность для развития собственника, да, развивая свою карьеру, он будет сам развиваться. Общая потребность республики в каменной соли оценивается в 6 тысяч тонн ежегодно. Лизуны из каменной соли – это не только жизненно важные минералы для скота. Раньше местные мастера из каменной соли делали сувенирную продукцию. Она также используется в терапевтических процедурах. Что уж говорить о спросе на поваренную соль. Во всем Сибирском федеральном округе нету иных соляных карьеров. Только в Туве, в Аверском Кажуне, есть соляной карьер не только с белой солью, но и даже с красной солью. Единственное, что препятствует началу разработки карьера – погода. Дороги, соединяющие Авер с другими кажунами, находятся в плачевном состоянии. Затяжные дожди ухудшили ситуацию, размыв их сразу в нескольких местах. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык, проехавший Авер на машине, на себе испытал состояние дорог и мостов Кажуна. Дороги в очень таком тяжелом состоянии. Сейчас мы видели после обильных дождей разливается река Таргалык, и таким образом разбиваются дороги, образуются целые реки, так сказать, да, которые повреждают вот основные дороги, то соединяют села. Авер – очередной пример хорошего, но пока еще не освоенного полностью промышленного потенциала республики. Его развитие, наравне с сельским хозяйством и животноводством, являются ключевыми для экономического развития региона. Даян Дансюрюн, Чайхан Дангак, Мирана Эрги, Тува 24. В продолжении темы перебои финансирования тормозили стройку нового дома культуры Авюрского села. Он возводится в рамках губернаторского проекта «Сорунза». В Рио главы Тувы Владислав Ховалык обеспечит строителей необходимыми материалами. Строители обязались сдать объект к 15 сентября. На стройке побывала наша съемочная группа. Трудом, но служебный джип все-таки добрался до села Тустах, где сейчас ведется, вернее простаивает строительство нового дома культуры. 15 июля начали строить. Ну, сначала другому если было, там не позволило, потому что там вода, в смысле там канаву делать. Ну, земляная работа очень тяжелая тут, потому что техника-то нет у нас, не позволяет. Строительство нового дома культуры ведется в рамках губернаторского проекта «Сорунза». Материалы, арболиты, каменные блоки закупаются Министерством культуры республики, но поставляет их с перебоями. Из-за этого стройка периодически простаивает. В Рио главы Тувы обещал помочь с закупкой, чтобы строительство завершилось без перерывов к 15 октября. Остается только проблема опасных дорог. До нас добрались иногда даже вертолет. Толстаевич вот приехал в машине, вот мы удивлены, ну конечно. Надеетесь ли вы, что он обратит внимание на качество дорог? Очень надеемся. Это нам хочется показать дороги, одним словом. Знаете, если у вас обувь плохая, например, вот тротуар, в смысле тропа неровная, вот ходить тоже нелегко же ведь, а вот дорогой то же самое. До села Тустах можно добраться либо по перевалу, либо по дороге, которую из-за дождей регулярно размывает, и район оказывается отрезанным от всего мира. Особо меня тоже впечатлил перевал Тели.
Конечно, очень много было труда вложено. Конечно, нужно, прежде всего, особенно зимний период, нужно будет содержать в надлежащем состоянии данный перевал. Вот. Не всегда это удается, потому что из-за отсутствия техники мы на месте приняли решение приобрести более мощный погрузчик для того, чтобы справляться с этими насадками, снега и так далее. Кроме этого, тут же на месте принято решение о выделении 35 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации, в которой должны учесть все, что нужно сделать. Ремонт аварийных участков дорог и изменение русла рек, затапливающих дороги. А вот средства на работы надеются найти в федеральном бюджете и начать ремонт уже в следующем сезоне. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Азамат Очур, ТУА-24. Накануне в Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения ко Дню строителя. В Рио главы республики Владислав Ховалык вручил юбилейные медали в честь столетия образования Тувинской Народной Республики работникам строительной отрасли. Далее в сюжете Инны Клоян. Вашим трудом поднималась и строилась наша столица, чтобы стать прекрасным городом в самом центре Азии. Ветеранов и лучших специалистов строительной отрасли отметили накануне их профессионального праздника, который в этом году выпал на 8 августа. В Рио главы Тувы поздравил каждого юбиляра. Одна из награжденных, Валентина Илларионова, поделилась, что это ее не первая высокая награда. Машинист башенного крана рассказала, что выбрала эту, по сути, мужскую профессию еще с юношеского возраста. Тогда, когда я училась, в 80-е годы, у нас учились одни девочки на крану. И выпускников очень много. После меня еще было. Именно девчата всегда были крановщики. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех строителей, всю армию строителей, кто бы ни был, плотник, бетонщик, там каменщик или сварщик, там, в общем, всем доброго здоровья, успехов. Юбилейной медалью в честь столетия образования Тувинской Народной Республики наградили 6 работников строительной отрасли. К поздравлениям присоединился и исполняющий обязанности министра строительства Республики Тыва Аяз Хунайол. Уважаемые строители, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем строителя. В этот день позвольте выразить глубочайшую признательность за вашу созидательную деятельность. Вы воплощаете мечты людей в реальность, создаете основу домашнего очага. Только ваш созидательный труд сделает республику обустроенной. Мы благодарны вам за ежедневный кропотливый труд. Желаем вам новых побед, благополучия и здоровья вам и вашим близким. Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечают 8 августа. Уважаемые строители, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей прекрасной республики. Инна Клоян, Буян Мангуш, ТУА-24. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва сообщает, что все культурно-массовые мероприятия, в том числе и свадьбы, могут быть отменены до конца года. Мы не видим динамику снижения заболеваемости COVID-19. Сегодня члены бизнес-сообщества, Министерства экономики региона и представители Роспотребнадзора Тувы снова сели за стол переговоров. И тема вся та же – соблюдение санитарных мер в торговых объектах. Что из этого вышло, расскажет Айрасат. Памятки и профилактические рейды, напоминания соблюдения простых правил. Как показывает жизнь, на многих жителей Тувы это никаким образом не действует. И как результат, переполненные больницы, высокая летальность и тотальная перегруженность системы здравоохранения в целом. Ежедневно выявляет больше сотни новых случаев заболевания COVID-19. И что самое страшное, в отличие от первой волны, болеют дети. Представители Роспотребнадзора Тувы сообщают, что сегодня 4 ребенка находятся на ИВЛ. Я как эпидемиолог вам говорю, этого не было в первую волну и во вторую волну. Сейчас болеют беременные женщины и дети. И дети, у нас сейчас 4 ребенка находятся на ИВЛ-аппарате. Болеют именно беременные женщины тяжело и дети. На встрече было озвучено, что подъем заболевания начался в мае, как раз в начале свадебного сезона, а сейчас настало время и пожинать плоды. За сегодняшний день, я говорю, не надо обольщаться тем, что было 190, стало 160 или 100, сколько вчера было 157, да, 160
157. Ну и что? На 20 случаев больше, на 20 случаев меньше. Абсолютно. Вот еще одну свадьбу проведем, получим еще 200. Понимаете как? Пока мы не видим снижения заболеваемости, пока речь об этом не идет, пока вот те послабления, которые мы обговорили, которые мы посчитали возможным ввести, мы ввели. Сегодня на объектах торговли не соблюдают санитарно-противоэпидемические меры, отмечает начальник отдела Роспотребнадзора Аляна Дажикай. Особенно сложно вести борьбу с большими дискаунтерами, когда руководители находятся за пределами республики. Практика все-таки показывает, и наши специалисты, когда на рейдовые мероприятия ходят, они это тоже все-таки отражают то, что вы не проводите. А мы всем, абсолютно всем разослали неоднократно, очень много раз разослали рекомендации. Вот, например, в 10-литровых канистрах нормальный санитайзер купить, кожный антисептик, и в этот санитайзер заливать можно, так ведь? То есть вы посмотрите, вы когда покупаете характеристику, посмотрите, либо сменные боксы, где вы будете покупать сменные боксы, сколько они стоят, продумайте этот вопрос. Согласно указу в главы ТУВ от 2 августа возобновление деятельности торговых объектов возможно при соблюдении обязательных требований. Специалисты Министерства экономики региона ежедневно выходят в профилактические рейды, направленные на выявление предпринимателей, которые не соблюдают требования вышеупомянутого указа. Разъясняем требования главного санитарного врача и требования главы Республики Тыва, временно исполняющей обязанности Владислава Тавриштаевича Хавалыга, о соблюдении всех норм санэпидправил, и в том числе проводятся постоянные рейдовые работы. Призываем всех предпринимателей соблюсти все правила Санпина. Предпринимателями, да, соблюдается, за исключением, который вот Аляна Давиновна говорит, есть некоторые владельцы предпринимателей, крупных дискаунтеров, которые владельцы находятся за пределами региона, не обеспечивается бесконтактными санитайзерами. Вот этот вопрос сейчас как раз прорабатывается, и будем уже, наверное, уже штрафные санкции, может, тогда они подумают. Напомню, что за последние сутки выявлено 142 новых случая заболевания COVID-19. Смертельная болезнь живет по своим законам и правилам. Но большинство жителей этого не хотят понять. С начала пандемии в 2020 году от ковида во всем мире умерло 4 264 человека. Айра Садбуя Монгуш, Миран Иргит, Тува 24. Напоминаем, что 15 августа в Туве состоится прямой разговор с временно исполняющими обязанности главы республики Владиславом Хавалыгом. Какие же вопросы на сегодня актуальны в нашем регионе, попытался узнать наш корреспондент Сайган Бирбюм. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой бы вы вопрос задали в Рио главы республики в прямом разговоре? Что вас волнует на сегодня? Ну, я даже не знаю. Вам всего хватает? Всего достаточно? Или есть какие-то проблемы, которые стоило бы решить? Ну, развитие города, конечно, развивается город. Ну, по отношению к молодежи, мне кажется, для молодежи надо создавать какие-то условия, чтобы они где-то там не то что развлекались, развивались. Чтобы решился вопрос о безработице, чтобы побольше вакансий появлялось. Вот. А так, ну вот я строитель, я не могу вот нормальную работу найти. Вот. А так временные работы. Вот. Семью надо кормить, деньги нужны. Сейчас, тем более, сейчас школа начнется. Меня не волнует ничего. Все нормально, вас хватает, да? Насчет мусора на улицах. Там реально очень много мусора везде. Взять пример, вон там же тот, за Алмой дофига мусора. Там бы прибраться хотя бы. Вот. Весь город у нас, считается, завален мусором. Еще вот с канализацией проблемы решать бы. После дождей постоянно живет. Да. Пока все. Торговля, на самом деле, на сегодняшний день как-то очень сильно страдает. Хотя ситуация не настолько серьезная, но сегодня магазины работают очень непонятно. До 7 часов вечера, с 10 часов утра. На самом деле это, на мой взгляд, очень неудобно для жителей республики. Я хотела бы задать вопрос, когда нормально все-таки будут
ухаживать за нашим городом, центром города. Потому что если у нас посмотреть, везде есть мусор. И тем более ночью, если гулять, то можно посмотреть, что алкаши везде спят на скамейках, получается. И когда... и почему? Но вот ночью не патрулируют именно центр города. И вот около музея у нас особенно очень много диких собак бегает, очень даже опасно. Когда решат эту проблему? Всего хватает? Всего достаточно? Нет. А что вас волнует? Вирус. В Туве с 22 по 29 августа пройдет международный этап конкурса «Военное ралли». В нем примут участие военнослужащие 6 государств. На днях в республику прибыла и команда армии Китая. На станцию Абакан прибыл железнодорожный состав с командой Народно-освободительной армии Китая, которая примет участие в международном этапе конкурса «Военное ралли» армейских международных игр 2021. Военнослужащие из Китая привезли на конкурс, который будет проходить в республике Тыва, 8 единиц техники, грузовые автомобили с колесной формулой 6х6 и 1 топливозаправщик. Далее со станции разгрузки Абакан, расположение воинской части Центрального военного округа, дислоцированной в республике Тыва, военнослужащие совершили марш в составе воинской колонны протяженностью более 400 километров. Безопасное свободное движение колонны обеспечили сотрудники военной автоинспекции. В международном этапе конкурса «Военное ралли» примут участие военнослужащие из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Израиля, Узбекистана и Монголии. Соревнования пройдут в республике Тыва с 22 по 29 августа. Соблюдайте меры профилактики и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Берегите себя и будьте здоровы. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. До встречи в эфире.